и я хотела бы представить наше многоуважаемое жюри. Заслуженный деятель искусств и член Союза деятелей культуры Республики Башкортостан, актриса и режиссер-сценарист Куватова Альмира Шарифовна. Лауреат межрегиональных конкурсов, композитор, преподаватель по специальности вокальное искусство Уфимского училища искусств Садыкова Рима Рушановна. Заслуженная артистка Республики Башкортостан, экс-солистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Шарафуддинова Альмира Митхатовна. Руководитель танцевальной студии United Project Crew, обладатель кубков всероссийских танцевальных конкурсов, участница проекта «Звезда танцпола» на MTV, лучший танцор в стиле хип-хоп 2016, Даукаева Ирина Азатовна. Музыкант, продюсер и менеджер музыкальных проектов, участник групп «Год Змеи», «Виа Чапа и «Бурелак», директор джазового ансамбля «Орлан», под управлением Олега Киреева, автор песен и лидер группы «Тамаск» Булат Аминов. Спасибо вам. В стародавние времена, когда наши предки кочевали из одной местности в другую, встретились как-то три путника. И затянулся у них спор, чей народ богаче и краше, кому из них привольнее живется. Мой народ самый славный и самый великий. Когда наше племя переходит в степь, не видно ни конца и края людскому потоку. Сила и количестве. В моем племени рождаются самые великие и могучие войны. Еще ни один народ не смог покорить нас. Друзья мои, не свирепые войны важны, а мудрость и знания предков, передаваемые из поколения в поколение. Ой, да что даст тебе твоя мудрость, когда враг постучится тебе в дверь? Конечно, лучше грабить своих соседей. Это дело достойное тебя. Ой, я слышал от бесчестных трусов, которые ни разу не столкнулись лицом к лицу с врагом, а лишь благодаря своей хитрости остались живых. Друзья, оставьте эти глупые распри, ведь каждый из вас несет свою ценность. А кто ты такой? На вид он чужеземец. А может быть, он захватчик иноземный? Пришел, чтобы отвлечь нас, пока их войска захватывают наши земли. Нет, я просто наблюдал за вами и хочу сказать, что главное не войны и соперничество, а мир между вашими племенами. Ты странник, видел многое. Так рассуди же нас. Ну хорошо.
песень старинная. Я нам спою теперь ее. Как хороша ты, степь пустынная, житие привольное мое, как над тобою безграничную раскинулся небесный свод, а по небу стезей привычную светило вечное плывет. Большая, но не моя. Птицей пролечу, не поймаешь, улечу, смахнув я крылом. Ты меня еще ведь не знаешь, ты меня узнаешь потом. Пролечу я над господами, господа, вы мне не семья. Вы меня не трожьте руками, ваши руки не для меня. Крылья обломать эти птицы может каждый, кто не летал, кто никак не может смириться, кто летать мечтал, но упал. Жизнь птицы долгой не будет, только ловить-то нельзя. Может, кто меня и осудит, а может, и поймет, кто меня. Я слечу до самого солнца, а могу летать вниз. Открывайте ваши окошка, если буду петь вам на бис. Уважаемый, что для вас любовь? Любовь к женщине? Любовь к месту, где ты родился, где жили и творили твои предки, передавая опыт из поколения в поколение. Я столько странствовал по свету, что уже и не помню, где родился. Знаешь, человек не привязан к определенному клочку земли. Вся она для нас была когда-то колыбелью. Что ты хочешь этим сказать? Пойдем, я покажу тебе мудрость моего народа.
Эх, пока такие слова блуды осиживаются в подвалах, мы сражаемся в бою и отставим свою честь. Эх, жаль, что нельзя решить этот спор мечом. Я бы показал, кто тут главный. Нет. Раз он хочет посмотреть на мой народ, пускай смотрит, сколько ему хочется. Shit.
It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. To place all having fun, you know what I mean. Sleep in peace the day is done, what I mean. So world is a new world in the that's where you shine, how I feel, so don't define, you know how I feel, freedom is a name, if you know how I feel, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling. Только взгляни, как мирно мы живем. Разве это не главное? Но ведь мудрецы столь мирны, как и вы. У мудрецов только свитки и книги, а у народа есть пастбища, стада. Ты видел, сколько урожая в этом году у нас было? Ну а деньги ценят лишь скупые богатеи. Я говорю не про деньги. А про что? Пойдем, я тебе все расскажу.
всегда стоял в пути, как ветер мчусь, тьму как реки. Не осуди меня, прости, перед тобой виноватому мне сыну не поставил упрек, что над клубом земли наматывал я нити длинные дорог. Зато как скоро здесь свидание, как тесен мир дорогой встреч. Нет, не сумели расстояние, разлука между нами лечь. Все потому, что водопады твои груди мои гудят. Все потому, что звездопады твои в глазах моих горят. Когда в чужих краях студеных из проруби я воду пил, я видел там глубинных темных лихтой, который любил. Знай, для корней моих ты влага, для листьев светлый бытия. Я без тебя убог, ты благо, ты сила, без тебя ни шага не сделать мне, земля моя. Как смешны люди. Даже мудрец, который сам сказал мне, что вся земля и есть наша Родина, что нет в нас различий. Не отступать в споре. Да, мудрость и глупость идут рука об руку. Что за парадокс? Что ж, я немного отвлекся. Нужно скорее помирить их, пока не совсем не переругались между собой. Я слышал, ты назвал меня глупцом. Нет, нет, поверь, я не хотел тебя обидеть. Вы не глупец, но этот спор, ну правда, не лучше ли примириться вам с другими племенами? Поверь, я видел множество народов, чьи владыки объединялись под одними гербами и жили в мире. Интернум саб номине. Патис белум ладет. А ты хочешь сказать, что иногда под именем мира кроется война? Подумай над этим.
Посмотри, какие у нас девушки красавицы. Где ты еще таких невест видел, а? Пожалуй, нигде. Послушай, а хочешь себе такую невесту? И если у нас останешься, будет тебе и невеста, и дом самый лучший. И я тебя еще летописцем своим сделаю. Будешь легенды о наших битвах слагать. Как ты смотришь на это? Подожди, а я за это рассужу вас так, что ты останешься в выигрыше? Да, я-то думал, что честь для тебя дороже, чем победа. Нет, не пристал мне проигрывать недостойному сопернику. Да что ж заладил ты? Вы все достойны и все мудры. Ты полнейший глупец, если не понимаешь этого. Так, все, раз я взялся вас мирить, то пора тебе открыть глаза на мир. Пойдем. А я невесту и славу летописца, самого великого воина. Он отказался. Знаешь, а может это правда глупый спорт? Чтобы доказать людям, что мы лучше их, мы показываем свою темную сторону.
Честно признаться, я уже сам начинаю задумываться, зачем мы все это затеяли. Да, я так удивлен, что так быстро смог примирить этих двоих. Так, осталось убедить лишь мудреца. Ты подумал над моими словами? Может быть. Так почему же война скрывается за именем мира? Ну, я много странствовал и видел, как народы объединялись в империи, но не все народы входили в их состав. Чаще всего их принуждали более сильные. Знаешь, я затеял этот спор, чтобы всего лишь примирить наши племена. Меня бы они не послушали. В каждом споре важно мнение стороннего человека.
сила не бесстрашия, а в мудрости и добродетели. Друзья мои, не свирепые войны важны, а мудрость и способность к совершению шага примирения. Все, что прожито, пройдено, все, что в будни и праздники именуется Родиной, все, что в сердце прописано и вовек не стирается, седыми курилами новый день загорается. Мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю тебе. Навстречу эту землю, все, что прожито, пройдено, все, что в будни и праздники называется Родиной, со степями широкими, с перелетными стаями, с городами далекими, молодыми и старыми. Света, денег и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю. Желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного, и счастья желаю тебе. Ты меня не оставляй, всюду слышу голос твой, слышу эхо над рекой. Ты меня не оставляй, ты всегда во мне мой край, детство старики труды. Ты меня не оставляй, душу мне не оставляй. Разрастительно любимый, ты всегда меня поймешь. Гениальная равнина, белых клавишах
себя. Теперь племена живут в мире и согласии. Каждый из спутников вынес для себя урок. Кажется, настолько простой, что его может объяснить и ребенок, но в то же время настолько сложный, что человек порой забывает, хотя нет, скорее он просто не видит его элементарного решения. Так в чем мораль? Прогресс, создание новых государств и падение великих держав – все это порождает нездоровое соперничество между людьми. Кто изобретет лучшее оружие, у кого будет самый большой запас золота в мире? Ну а кто первее найдет лекарство от неизлечимой болезни? Соперничество переходит во вражду, а вражда, к сожалению, в войну. Да, а ведь когда-то мы были все едины. Думаю, наши предки и представить себе не могли, что мы, их потомки, будем грызться между собой. Да ради чего? Ради собственного эгоистичного самоутверждения. Что ж, дорогой зритель, боюсь, я затянулся диалогом. Легенда рассказана, мораль ясна. Ну а мне пора идти дальше.